Всем привет, друзья! У нас тут очередной рабочий день в деревне. Начали пол менять в бане. Я уже туда, к сожалению, не смогу залезть. Алексей работает, выносит старые доски. Сейчас вот я приблизительно покажу, что там случилось уже с этими досками. Ну, наверное, видно, что случилось с этими досками, да? Какая болезнь их уже. Ну, пол-то меняли, баня уже где-то, наверное, 20 с лишним лет. 20 лет, не 20. Так, 21, наверное, или 22, или 21. Вот что стало с полом. Ну, этот пол уже меняли, так сказать, ну, раз, наверное, каждые 5 лет, наверное, примерно меняем. Иногда некоторые доски, обычно, где моечная, поливаешься, где вот это, ополаскиваешься. Вот. Ну и вот пришло время тоже. Ну, сейчас будем менять весь пол. Лаги меняли, наверное, один раз за 20 лет меняли. Сейчас лаги еще поменяем. Вот так выглядит фронт работы. Вот. В этом деле, конечно же, помогает Алексей. И чтобы еще хорошая погода была, да, Вед? Потому что нам надо стружить доски, все делать. Работы много? Работы много. Очень много времени занимает эта разборка. Подготовка лаги и все такое. Вот это очень много времени занимает. Ну что, Алексей будет работать, а я потихоньку поснимаю. Поснимаю там еще и что-то, что у нас там происходит. Картошка вовсю цветет, красивая картошка стала. Огород вот так выглядит сейчас, может, против солнца, да, не очень показывает. Но эта камера вообще не очень хорошо снимает. Здесь вот именно вот идеал не цветет, вообще еще не цветет. Ну а там сорт такой усколовский, он цветет. Идеал у нас цветет белым цветом, а другой сорт такой фиолетовой краской. Концы досок, наверное, на летнюю печку на 2 чурки длиной, сантиметров, ну метр, наверное, не метр, даже 80 сантиметров где-то еще крепкие, потому что там предбанник, там сухо, то не крепкие, и остальное все на выброс, а эти пойдут на дрова. На 2 чурки как раз. На летние дрова, да и в саму же баню на дрова нормально будет. Ну, по прогнозу погоды даже там пару дней обещают сумрачную такую и дождливую погоду. Надеюсь, все успеем закончить. Да, картошка цветет. У многих уже убрали картошки и второй раз посадили, а у нас только вот. Но вот это уже считается, ну, сейчас цветет обильно не местами, а вот сейчас цветет. Цветет таким вот этот сорт, мы называем мушкуломсом этот сорт, фиолетовым цветом. Вот. Ну, как ни крути, все равно картошка основной приоритет, как бы второй хлеб для нас. Говорим, что да, зачем столько картошки, ну, едим же. И уходит за зиму. Работы, конечно, немало достается, но в этом году пока сильной ботвы нету, ну, ботва хорошая. Не знаю, потом. Иногда почти в рост, выше пояса даже бывает ботва. Но на урожай она не влияет. Иногда ботвы совсем нету. Урожай есть. Иногда ботва очень высокая, и наоборот урожая нет. Бывает и так. Бывает и что ботва хорошая, и урожай хороший.
значит, никакого влияния не оказывает на урожай. Так, Алексей у меня там. Пойду схожу к нему, а то он, наверное, закончил уже старые доски выносить. Время, друзья. Абу Микас, не кушам стамеска шама, абу джиля стамеска сикнесенем да, или очерка или сечем. Купа дишна накала, да. Время, друзья, пришло, знаете что, надо все это вынес Алексей. Ну, довольно-таки поработал, там даже пришлось бревно одно поменять. Не венец, а которое как бы закрывает, у нас называется вежанкер, то есть меняющееся бревно, то есть она не привязана к этому, к срубу. И вот такие, первая лага такая, довольно-таки толстое бревно и длинное, и не входит через дверь. Сейчас через окно Алексей это, если сможет. Он как Шварценеггер сегодня бревном. Я уже не стал снимать, как он на плечи это бревно и вперед потащил. Долго думали, гадали, оказывается, все просто, да, Алексей? Да. Через окно, если в дверь не влазишь, то всегда лезь через окно. Вот. Альтернатива всегда найдется. Да. Ну, вроде как все на месте. Ну, время, друзья, дошло и до, так сказать, стругания досок. Алексей стругает эти доски, вот свежие доски для пола. Это все он где-то рубанком выстругает. И будет уже потом подгонять каждую дощечку. Ну все, вся работа почти у подготовки досок сделана. Так, настругали 10 досок, да? 10 досок. Получается, что завтра уже потом что надо будет. Работа проделана за сегодня огромная. Вся земля, которая вторая была пропитанная, она там мыльным раствором все убрано. Дальше подготовлены лаги, новые лаги свежие. И подготовлены доски. И еще заменили одно бревно, так сказать, которое уже остальные вроде как нормально терпеть можно. Вот это все за рабочий день. Алексей все сделал. Ну, а сегодня выключимся пока. Как работается, Алексей? Устал? Есть малость. Есть. Не малость. Целый день с утра работать. С 9 утра начали, наверное, да? 9 утра начали. Сейчас уже, не знаю, даже могу ошибиться. Ну, 5 часов точно есть уже. Сейчас погода как раз не жарко, сухо. Завтра еще обещают сухо, и надо успеть до дождей это все. Вот это, чтобы доска наша до дождей ничего это самое не намокло. Все, короче, заканчиваю на сегодня. Очередной день, друзья. Утро. Жду Алексея снова. Не знаю, как, правда, камера слишком близко, наверное, я камеру поставил к себе. Ну, у меня выбора нету. Так, подержу. Пока жду Алексея. Езжу по участку. Обход такой утренний. Ну и сегодня у нас тучи. Главное, чтобы успеть до дождя, конечно. А сегодня тучи.
Надо нам эти доски, что вчера приготовили, закрыть. Вроде как. Сегодня, видишь, даже теплица закрыта у нас. Потому что солнца нема. И на улице где-то градусов, наверное, пока 18 есть, но может даже и потом еще похолодает чуть-чуть. Ну, сказали, дня 3-то точно дождливая погода будет. Вот. Айда там чем-то недовольная. Коты гуляют между вот картошкой там, между ботвой. Обычно малыш тут там прячется, птичек ловит. Да, нам сегодня как бы закончить надо. Главное до дождя доски прибить. Доски уже наструженные так-то, но все равно, когда если намокнут, то потом с мокрыми досками работать неудобно. И нам это до дождя надо успеть все равно сделать. Как бы Алексей хотел подойти. 8:30, не знаю, подойдет или нет. Что-то. А я пораньше вышел, как всегда. Так-то еще работы как бы и много для Алексея. Не только там баня, нужно поменять еще заезд в машин-гараж, мосток там, под мосточек такой. Вот это нужно заменить. Дальше еще полочку надо сделать в предбанник, там тут тоже. Ну, это как бы так уже попутно будем, если ну, сильного дождя не будет. И еще убрать вот это все, что вот это гнилые доски, что можно было вчера уже Алексей распилил немножко, но там осталось еще на дрова. Вот. Все это убрать, мусор и все такое это убрать. Мусор это, конечно, Катерина будет убирать, а вот распилить вот эти доски, которые пойдут еще на дрова, и которые есть гнилые, конечно же, это лучше сразу куда-нибудь выбрасывать. Вот это, вот примерно сейчас покажу гнилые, которые, ну прям вот уже, они вот уже даже на дрова пилить. Ну просто один такая, опилки будут и все. Труха. А здесь хоть что-то съедобное еще есть. И можно растапливать и уличную печку, и саму баню, как уже говорил. Так что ждем Алексея. Маша на работе, приехала Катюша дома. Уже и обед сварен, ну суп, куриный суп сварили на обед. Второе там рис с мясом. Но а сумкой у нас начинаются прогулки. Она так-то уже гуляла с Машей. Ну, начинаются наши прогулки, да, Умка? Сегодня, конечно, еще нет. Сегодня я не могу. Сегодня я возле бани должен быть. А вот уже потом, в последующие дни будут прогулки. Потому что после Прокопьева дня, Прокопий 21 июля, уже считается, что птицы с гнезд ушли. И все. После этого можно с собакой гулять. Надеюсь, уже не будет, не напакостит природе. Умка, да? Умочка, что ты? Кидаешься? Ну-ка, прыгни давай. Алле! Хоп! Давай. Ну прыгни, ну давай, разок. Умка. Да бесполезная ты решетку ты царапаешь. Ай, зуб поломаешь. Вот она любит эту решетку грызть. Я не знаю как. Зубы поломаешь. Больно будет. Будем гулять. И Айда будет, и Умка будет, и все вместе будем гулять. Все, время пришло, и
до следующей весны будешь каждый день прогуливаться теперь. Вот так. Ну что, пол у нас закончен, и вот там сзади бани у нас одно бревно надо поменять, и между бревнами у нас утеплитель всегда идет мох. Смотрите, какой мох, такой, как он называется-то? Ошниш, да? Ошниш такой, высокий мох, классный, это качественный мох. Короче, вот таким мхом будет и антисептик, заодно этот мох, это не какой-нибудь там джут или как-нибудь. И против плесени этот мох всегда. Вот таким мхом пользуемся. Пол закончили, пол четкий получился, и теперь бревно надо поставить, да? Ну и в заключение этого ролика хочу показать работу Алексея. Вот такой пол. Правда, доски желательно, конечно, были бы пошире, хотя бы 20 сантиметров. Тут у нас 15 сантиметров, 150-ка, пятерка. Ну, пойдет. Такие расстояния между досками, чтобы вода могла уходить. И все. В принципе, на этом этот ролик буду заканчивать. Конечно же, всю работу не мог показать, потому что попросту не могу заезжать в баню. Ну а на этом все, друзья. Заканчиваем этот ролик. До новых рассветов. Всем пока. До новых встреч.